Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Серахсе, под открытым небом, лежат тонны серы. Жители жалуются на проблемы с кожей и дыханием. Наша одежда и постельное белье провоняли серой. Мы не можем дышать свежим воздухом. Если дети выходят на улицу поиграть, то сразу возвращаются домой, потому что у них начинает чесаться кожа и течь слезы. Если дует ветер, то серу заносит даже домой. Так описывают жители Серахса экологическую ситуацию в своем городе в письме президенту Сердару Бердымухамедову и его отцу Гурбангулы, председателю Халк Маслахаты, а также в Меджлис, Генпрокуратуру, Министерство юстиции, внутренних дел и национальной безопасности. Серахсцы рассказали об ужасном состоянии воздуха еще в январе, но с тех пор серы стало только больше. Что же это за сера и откуда она в Серахсе? Речь о гранулированной газовой сере, которую активно используют в сельском хозяйстве, химической и машиностроительной промышленности и других отраслях. В Туркменистане, где серных запасов много, гранулы производят и экспортируют в Иран и дальше по миру, через крупные порты. Прямо на границе с Ираном и располагаются город и железнодорожная станция Серахс. Причем через границу у них есть одноименная пара – иранский населенный пункт и станция Серахс. Через эти места столетиями проходили логистические артерии, но в последний год, похоже, что-то разладилось в обороте серы. Она начала копиться на туркменской стороне целыми горами. Разумеется, речь не о новом месторождении. Серные насыпи в 1000 тонн создают вблизи станции логистические компании. Вместо того, чтобы хранить это опасное легко воспламеняющееся вещество в контейнерах, мешках или хотя бы под навесом, логистические компании сыпают его прямо возле колеи. Последствия каждый день ощущают на себе местные жители. Загрязненный серый воздух вызывает зуд и слезливость у серахсцев от мала до велика. На улице невозможно долго находиться, а в жаркий сезон нельзя проветрить дом. Сера мгновенно попадает внутрь. Как минимум одно долгое лето в таком состоянии жители уже провели, но, вероятно, и больше. Туркмен Ньюс известно, что проблема существует гораздо дольше года, но сколько жители терпели, прежде чем решиться пожаловаться в высокие инстанции, неизвестно. Цитата: «От наших домов склады с серой находятся меньше, чем в 500 метрах. Обращаемся к президенту Туркменистана Аркадаглы Сердару, чтобы ради будущего наших детей эту серу перенесли подальше от наших домов», говорится в письме. Письмо подписали 45 человек, в том числе занимающих местные руководящие посты. Кроме жалобы на собственное положение, они призвали президента принять меры против загрязнения воздуха в Туркменистане. Компании, виновные в загрязнении, известны. Это хозяйственное общество ТАНАП, хозяйственное общество Халкара Туркмен Лоджистик, хозяйственное общество Хазар Логистика, хозяйственное общество Йолашан, хозяйственное общество Халкара Гатнов Логистика. Дело в том, что все это время простые серахсцы не были одиноки в своей борьбе. С жалобой на загрязнение они обращались и в местные органы, а 25 марта 2024 года получили ответ из санэпидемстанции. Ее директор Анна Мырадов подтвердил, что жалобы серахсцев обоснованы, и СЭС обязала ответственные компании уменьшить объемы серы, а для начала их упаковать. Кроме того, СЭС связалась с Хякимлеком, которому также посоветовала принять меры и предписать полиции не пропускать на территорию Этрапа транспортные средства с неупакованной серой, однако Хякимлик отреагировал неоднозначно. 3 февраля тогдашний хяким Гурбан Мырат Язгулыев сообщил жителям, что сера более не представляет для них опасности, так как фирмы накрывают ее тканью, а территорию вокруг поливают водой. Но накрыть сотни тонн серы невозможно, это целые горы. С августа в Серахсе новый хяким Бигенч Таиров, но ситуация с его приходом стала лишь хуже. Серные насыпи растут. Людей, которые пытаются заснять масштабы проблемы, на фото или видео преследуют. Вероятно, у кого-то из виновных в ситуации есть связи, которые позволяют не бояться местных органов – Хикима, полиции и СЭС. Как выяснил Туркмен Ньюс, директором одной из фирм является Гичгильды Курбанов, бывший высокопоставленный работник МИД. Еще одного бизнесмена зовут Атай Имшиков,
Имена остальных владельцев и управляющих нам пока неизвестны. Возможно, покрывать тысячетонную проблему помогает кто-то из них. Примечательно, что открытое хранение гранулированной серы вредит не только людям и всему живому вокруг. Взаимодействие с воздухом, ветром, осадками лишает само это вещество промышленных качеств. Чем дольше Танап, Халкара Туркмен Лоджистик, Хазар Логистика, Йолашан и Халкара Гатнов Логистика избегают принятия мер по надлежащему хранению серы, тем больше вероятность того, что расплачиваться они будут как минимум с клиентами за испорченный товар. Есть интересная новость. Хотите поделиться ею? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. Если вам нравится наша работа, поддержите ее, станьте нашим спонсором.